Когда у тебя все супер, когда у тебя взлет в карьере. И только, я думаю, самые искренние могут находиться возле тебя. Между прочим, это твой конкурент. Те, кто не знает меня лично, считают, что я... Высокомерная. Насколько ты ощущаешь вот этот стержень внутри себя? Я не знаю, хорошо это или плохо, но я могу решить абсолютно любой вопрос. Сразу ли пошло все в гору? Когда вот создается картинка, да, в соцсетях, вау, открыла студию вокала, я просто уже распечатала объявление и ходила сама, обклеивала остановки. И были девочки, которые специально набивались подруги, вот, то есть... Чем проверяется дружба? С ней я делилась всем, и она от меня просто отвернулась. 3 года назад ты перестала скрывать в соцсетях информацию о том, что ты больше не замужем. Ежедневно приходили десятки сообщений. Вот так вот, бестактно, напрямую. Риана, вы что, развелись? Тест. Я видела ваш клип. Концовка. 2 раза. Бахчаларда мейвалы. Не слышу. Bu ne kadar sevdalık, sevdalık. Amanın civanım gel yanıma, İncileri takayım boynuna. Amanın civanım gel yanıma, İncileri takayım boynuna. Üçüncü bir. Салям алейкум. Я думаю, не буду отвлекать. Машалла, балачеклар. Это самый маленький. Какой вообще возрастной диапазон деток твоих? От 4 до 18 лет. Младших у меня 3 группы. Это одна из группа Кунеш. Тебе надо мне. Медине. Ай, машалла, хач яшындасың. Весь. Машалла, сені надо мне? Эсма екен, yazылған. Ай, машалла, Эсма. Я Риано Джа севесің? Пек севем. Юрлап оламасан Риано Джа сөгемісізні? Соге. Насколько сложно дается этот результат? Вообще, тебе сложно работать с детьми? Ну, работа с детьми – это достаточно нелегкий и кропотливый труд, особенно с малышами, потому что каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Бывает, что дети плачут? К сожалению, бывает. Вот буквально несколько дней назад участвовали в конкурсе с группой Кунеш. Первый конкурс, дебют. Дети вышли на сцену. Выиграли 2 место и очень сильно расстроились. Почему не 1? Потому что мы презентовали 3 номера, остальные группы заняли 1 место, а группа Кунеш 2. Очень расстроилась. Я говорю, Баллар, это хороший результат. У вас дебют, 2 место. Все не с первых мест, не с побед начинается. Если, к примеру, ребенок отказывается ходить, стоит ли родителю вот продолжать удерживать его в этом направлении? Не стоит заставлять ребенка. Ребенок бывает не музыкальный, бывает без способностей, но его почему-то родители заставляют. Моя позиция, что не стоит. Мне в первую очередь, как преподавателю, нужен результат. Эти дети выступают, эти дети — мое лицо. И на первоначальном этапе у нас отбор. Я отбираю детей, чтобы ребенок хотя бы интонировал, попадал в ноты, чтобы у него был слух. Почему одни девочки? Это
это хорошо, просто так случилось. Так к сожалению. получается. Да. Так, родители мальчиков, срочно подключаемся. Тут это какое-то гендерное неравенство. Вы изучаете только традиционные народные Да, крымско-татарские основной песни. жанр — это крымско-татарский фольклор. И цель создания ансамбля — это популяризация нашей народной крымско-татарской песни. Как ты думаешь, можно ли прийти к разговорному крымско-татарскому языку через изучение вокала крымско-татарского? Каждое слово мы переводим, разжевываем, доношу до ребенка, потому что ученик обязан, выходя на сцену, знать, о чем он поет. Твои ученики уже становятся призерами международных конкурсов. Твоя ученица получила 3-е место на конкурсе Тюрк Дюньясы. Когда-то ты была участницей этого конкурса. Среди 24 стран я заняла 1-е место. И спустя столько времени на тот же конкурс, как же удивительно, что этот конкурс, во-первых, до сих пор существует, во-вторых, моя ученица уже представляет крымских татар на данном конкурсе и занимает среди 16 стран 3-е место. У меня есть рубрика «Колесо баланса». Я называю разные сферы жизни, и тебе нужно будет их оценить от 1 до 10, где 1 — это вот прям плохо, а 10 — это вот твой шикарный максимум. Да? Карьера. 10 из 10. 10 из 10. Да. О, ну 10 — это прям много, это прям очень Потому что я много. живу этим. Фокус у меня сейчас смещен на карьеру. Мгм. А вот по каким критериям ты оцениваешь, что вот твоя карьера успешная? Но если взять работу с детьми, за последний год я проделала титаническую работу. С одной группы мы выросли на целых 9. Сразу ли пошло все в Нет, гору? Совершенно нет. Был период, когда было на самом деле совсем плохо, я уже переезжала на дом, так как тянуть 2 аренды было очень сильно тяжело. В какой-то момент я вообще думала бросить и заняться, открыть какой-то магазин одежды. Ну, благо я передумала. Через 3 года мы начали себя позиционировать уже как ансамбль. То есть это уже создание номеров, участие в конкурсах, республиканских, международных. И вот как год мы являемся ансамблем. Ну, первые дети как приходили к тебе, ты помнишь? Это было все очень просто, скромно, я была в себе не уверена. Если честно, 2 года я работала просто в ноль. Когда вот создается картинка, да, в соцсетях, вау, открыла студию вокала, я вложила все свои последние деньги на дорогостоящее оборудование, купила MacBook, роспись стен, все было настолько продумано. А сейчас я понимаю со временем, что это мишура. То есть мне вот на данный период мне достаточно просто 1 хорошего зала и 1 синтезатор. Все. Выделяешь, наверное, плюсы и минусы спустя только время. Ну, секреты не будем рассказывать. Ну, почему? Все-таки какие Но мне секреты? было, правда, очень тяжело развить этот бизнес. Буквально год назад я запускала всевозможную рекламу. То есть в соцсетях. И дошло до того, что я просто уже распечатала объявление и ходила сама, обклеивала остановки, и мне было совершенно не стыдно. Мне нужен был результат, и я его получила спустя пару месяцев. Насколько этот бизнес конкурентный на сегодняшний день вот в рамках нашего Крымского полуострова? На самом деле, когда открывалась... Ты так заплакала. Я прям прочувствовала Я эту сейчас всю заплачу, боль. потому что когда я захотела зайти в микрорайон Фонтаны, первой задачей основной было найти хороший оборудованный зал. Одна моя знакомая оказала мне помощь, то есть вроде бы нормально, нашли хороший зал, все, приступила к работе, настроила рекламу, и в один вечер звонит мне арендодатель, потому что я везде на субаренде. И говорит: знаешь, Риян, тебе нужно уйти от нас. Я говорю: как? Подождите, говорю, мы с вами договорились. Да, у нас договора не было, потому что я была на субаренде. Ну, вот так и так, у нас скандал. То есть за моей спиной скандал обо мне.
за моей спиной. Вы мне лично позвоните и пообщайтесь со мной лично. Нет. За спиной хорошие люди провернули. У меня нет сейчас намерения кого-то позорить. Я не такой человек, абсолютно нет. Это, не побоюсь этого слова, медийные люди, которых все знают. Я просто не хочу углубляться. Поверхностно сейчас расскажу. У меня накатываются слезы. 30 человек, я на улице, завтра занятия. У меня сейчас просто дрожь по телу. Я помню, это было в пятницу, а занятия у меня обычно в выходные дни. Что делать вообще? Просто кто-то решил испортить тебе бизнес, создать тебе лишние проблемы. Просто убрать меня с этого микрорайона. Ах, вот как. Даже так. Даже так. Я отменяю занятия. Что мне делать? На тот момент детей уже было больше. То есть они сарафанное радио работает, продолжает работать, детей с каждым днем все больше и больше, все супер. Вроде бы работа развивается, а палки в колес, ну вот такие вот обстоятельства складываются. Я уже просто напрочь в отчаянии. И тут мне уже сами родители подходят, говорят: Риана Уджа, мы для вас найдем зал. Не отчаивайтесь. Уже родители, уже папочки ко мне подходили. Ну, они всячески пытались меня как-то поддержать. Была настолько такая сплоченность, они всячески пытались мне помочь, и нашли они очередной зал в том же районе. Я бы его в жизни не нашла, правда. Ну, я даже не знала, где искать. Они вот мне нашли очередной большой оборудованный зал, вот где мы сегодня были. Он прекрасный, он супер классный. Мы с ним по-человечески с арендодателем пообщались. Я говорю, ну, есть люди, которые стараются за моей спиной. Поймите меня правильно. То есть она пошла мне навстречу, говорит, у меня такая же ситуация была. Говорит, ты не поверишь, я этот центр открыла именно из-за того, что когда-то у меня такая же ситуация сложилась в жизни, ей пришлось открыть что-то свое. Ты что, плачешь? Мы договариваемся. Настолько прекрасная девушка, открытая, солнечная, просто прекрасная во всех смыслах. Самое удивительное в этой истории, я 3 месяца переезжала. Когда я переезжала, я задумывалась о том, что какая я в глазах у учеников, что они вообще обо мне думают, наверное. То есть, анализируя ведь ситуации, возможно, кто-то из них подумал, что я какая-то несерьезная, либо безответственная. Почему занятия переносятся? В этом деле здесь самое важное то, что ты делала это от души. А когда человек занимается каким-то делом от души, обязательно находятся люди, которые это видят и которые тебя поддержат. Обязательно. Если ты занимаешься своим делом, всегда будет помощь. Она найдется. Самое удивительное для меня в этой истории, что за 3 месяца переездов ни один ученик не ушел. Вот я сейчас просто заплачу, у меня глаза уже на мокром месте. Мне кажется, это успех. Да. Это и есть успех. А вот планами ты с окружающими делишься? Многие склонны до последнего скрывать. Как у тебя с этим? Раньше, учитывая, что я активно веду соцсети, раньше активно вела, сейчас уже не настолько. Когда-то, да, я раскрывала все карты на стадии раскрутки. Вот, скоро ты не открытие скрытный студии. человек, в принципе. Это- Вообще. в принципе, да, не скрытный. Но в последнее время я уже сделала вывод, что своими планами на будущее не стоит делиться. Чувство внутренней опоры от 1 хорошо, до вопрос. 10. Вот насколько ты ощущаешь вот этот стержень внутри себя на сегодняшний день? Честно сказать, Да. 10 из 10. На самом деле это очень круто. Но я работала над этим. Когда ты опираешься и рассчитываешь только на себя, а как может быть иначе? Когда за последние годы ты столько всего преодолел, самостоятельно, в одиночку, не прося помощи никого. Если честно, я даже родителей порой никогда не прошу и даже не рассказываю о своих проблемах. Мне кажется, вот у них своя семья, у меня есть ребенок, я отдельное государство, я отдельная семья, и по этой причине порой даже не хочу их напрягать. Вот я одна. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я могу решить абсолютно любой вопрос.
Кстати, да, я замечала, есть те, кто, начиная какой-то бизнес, обязательно вот ищет себе какого-то партнера, да, тот, кто будет совладельцем этого Зачем? бизнеса, да, либо вот муж должен все время вовлекаться, как-то участвовать, Как бы помогать. открою бизнес, а муж будет вкладываться, да? Вот. Вот есть люди, которые хотят переехать, допустим, тоже не могут решиться. Для этого вот им друг нужен, чтобы сделать какой-то такой серьезный шаг. Я вот заметила, что ты Абсолютно. предпочитаешь такую больше соло-позицию. Ты всегда как-то вот находишься в стороне, даже в нашей вот крымско-татарской нашей медиасфере, ты чаще всего Одна? как будто бы вот вне тусовки. Вне тусовки. Вот. Потому что я не общаюсь с блогерами, у меня был опыт и не очень хороший. Чтобы быть популярной, есть такая тенденция, якобы если блогеры с блогерами общаются, они более популярны. Ну, там, отметки, Да, коллаборации. И были девочки, которые специально набивались подруги. Вот, то есть, пригласила девочка на встречу. Хорошо, я пошла, мы поверхностно так побеседовали, практически диалога не было. Давай пофотографируемся. Я говорю, так я не планировала, я вообще не накрашенная пошла. Как бы я ж думала... Ты думала, это просто такая дружеская беседа? встреча, да? давай пофотографируемся, пофотографировались. Ты меня отметишь, да. Понятно. Все, я с этой девочкой больше не встречалась. То есть для тебя, в принципе, в отношениях с людьми важна глубина. Глубина. Ты не любишь поверхностное общение, тебе не важно бесчисленное количество друзей. Вообще у тебя есть настоящие Конечно. друзья? Слава Аллаху, что у меня есть близкие друзья, их можно сосчитать на пальцах одной руки, только одной. Да, когда я праздную день рождения, вот только узкий круг, и мне этого достаточно, мне действительно комфортно, и я счастлива. А как ты думаешь, чем проверяется дружба? Хороший вопрос. На самом деле, из крайности в крайность, один из самых сложных периодов в моей жизни был развод, когда я была без машины. Говорю уже как есть. То есть у меня не было на тот момент финансов, абсолютно ничего не было. Я переехала на тот момент к родителям в Жанкойский район, в село. Но это продолжалось недолго. Буквально 2 месяца я проживала у родителей, ездила на автобусе. То есть на тот момент у меня уже была в суде, я ее только открыла, но мне было очень тяжело, потому что все свои средства я вложила в студию. Бывают в жизни взлеты и падения. Я просто вот без ничего. Возле меня подруга, которая якобы пытается, но она была ресурсной, пытается мне помогать на тот момент. И в один день перестают отвечать на мои звонки. Вот ни с того ни с сего я вообще не поняла, что произошло. Она просто перестала отвечать на мои звонки, сообщения. Я пишу, что происходит. Ответа так и не поступило от нее. Прошло уже 4 года, и она мне так и не ответила. То есть А вы что произошло? общались, все было в Общались. порядке, потом резко общение У прекратилось. меня был переломный момент в жизни, когда мне было очень плохо. Понятно, что я без настроения, примерно понимаешь, да, моя ситуация, когда без ничего и на улице, и с ребенком. У нас была общая подруга. Я вот ей рассказываю ситуацию, потому что она меня гложила, я не могла спать. Что произошло? Как я тебя обидела? Оказывается, она была для меня слишком удобной, а я была слишком проблемная для нее. То есть сложный для тебя период. Когда мне нужна была поддержка, и не финансовая, а моральная. Возле меня просто нужно было быть хоть кому-то. Так как с родителями я особо... я не привыкла с родителями разговаривать на такие темы. У нас так не положено в семье. С ней я делилась всем, и она от меня просто отвернулась. Теперь другая крайность. Когда у тебя все супер, когда у тебя взлет в карьере. И только, я думаю, самые искренние могут находиться возле тебя. Это вот именно мое окружение сейчас. Это именно те люди, которым я доверяю. Мы друг друга поддерживаем. Мне кажется, в женской дружбе еще присутствует зависть. Это про успешный успех. У меня развита интуиция, если честно. Я на человека смотрю, я насквозь вижу, как он ко мне относится. И были такие девочки, конечно, но я от них сама отдалилась.
Я помню, мы с первый раз с тобой так тесно общались. Это было, наверное, года 4 назад. Да. Мы записывали программу тогда тоже с тобой. И тогда ты на меня произвела впечатление, что ты такая очень теплая, такая радушная и Такая робкая и в тебе неуверенная вся. очень много, знаешь, женской такой энергии. И вот спустя эти годы, пройдя много испытаний, я вижу, что ты в себе эту женственность, эту нежность сохранила. Как получилось так, что ты по-прежнему продолжаешь доверять людям и видеть в них хорошее, не утратила ты это качество? На самом деле я очень наивная, порой слишком добрая. Но на себе ездить я уже не позволяю, но тем не менее, я просто хочу ответить на этот вопрос одной цитатой. Все, что ты видишь во мне, это не мое, это ваше. Мое – это то, что я вижу в вас. И эта цитата отображает меня, потому что на первоначальных этапах знакомства я вижу в человеке только хорошие качества, а плохие они уже со временем покажут сами. Это все так цитатки. Да, статус из контакта. Да, Деньги от 1 до 10. Насколько оцениваешь сегодня свое финансовое положение? Именно как я оцениваю свое положение, Да. или как я отношусь к деньгам, в принципе? Нет, на сегодня. Как ты Как я себя оцениваешь? чувствую? Да, как ты себя чувствуешь? На 10 или на 1? Ну, точно, я думаю, не на 1, это точно. Не все так плохо, конечно. Но пусть это будет 7 из 10, потому что есть еще к чему стремиться. Ну, 7 это тоже довольно немало, я скажу тебе, 7. Это хороший результат. А какая покупка, которой ты гордишься больше всего? Вот то, что ты приобрела на собственные кровно заработанные... Ой, сейчас похвастаюсь! Давай, мы это любим. Несколько месяцев назад я приобрела долгожданный автомобиль. Это уже второй в моей жизни, который я приобрела на собственные деньги. Второй. Второй. Первый был, кстати, после развода, через несколько месяцев, но это об этом Ты сделала другая себе история. утешительный подарок, да? Ну, я очень много Это работала, хороший я метод. шла к этому. Да, и спустя 4 года, почти 4 года, я обновила наконец-то автомобиль. Ну, пусть это будет промежуточным вариантом. Но, опять-таки, хороший кроссовер. Изначально я хотела себе красный кроссовер. Но в итоге остановилась на белом, но с красным салоном. Хочу обратить внимание на твою коллаборацию с Нариманом Баличем. Очень успешный у вас Да, очень фильм. успешный проект. Да, успешный проект. Как вообще появился ваш творческий союз? Поступил звонок, Нариман Балич, назначили встречу. Если честно, я была удивлена. Ну, то есть сам Нариман Балич меня позвонил. Но как бы я с детства слушала его композиции, Да. мне очень нравилось. Я его знала как великого композитора, музыканта. То есть мне творчество всегда отвлекалось. Поступило предложение о том, чтобы создать современный крымско-татарский проект. В общем, благодаря Нариману Хашке и нашим совместным усилиям был успешно создан этот проект. За год мы записали порядка 8 песен. Был презентован альбом, несколько клипов. Как ты думаешь, какая песня, на твой взгляд, вообще в целом в твоем репертуаре самая успешная, исполняя которую ты ощущаешь прям гордость и понимаешь, что это прям шикарный максимум такой? Если анализировать по просмотрам, то это Made in Харам-Татар. Но, Кавер. да, но мне больше откликается песня Хайдасын. Хайдасын, хайда. Обожаю музыка. Это можно показать голос. Потрясающая песня, правда. И я считаю, что она одна из лучших. Быть хорошей девочкой важно для тебя в глазах окружающих? Насколько ты зависишь от мнения большинства? Любви со временем меняются. До 20 лет я была хорошей девочкой со всех сторон. Но когда ты руководитель, когда у тебя сольная карьера, будь ты ангелом.
если люди захотят о тебе что-то сказать, они все равно скажут. Кому-то не понравится шелест твоих крыльев. Да, 100%. Я не могу сейчас называть себя супер хорошей девочкой, потому что если меня обидят, я в лицо подойду и отвечу. Сейчас я не даю себя в обиду. К счастью, Ты я долго думаю, к этому что... шла? Я долго к этому шла. Потому что до 20 лет меня обижали неоднократно. Сейчас уже такое не повторяется, потому что знают, что Рианку лучше не трогать. Хотя, казалось бы, со стороны я выгляжу достаточно, наверное, спокойной. Вот скажи, какой я выгляжу со стороны? Наводящий вопрос. Не, ну ты такая сдержанная, да, довольно выглядишь такой интровертивной, таким чуть-чуть закрытым человеком. закрытым. Но при этом у тебя очень такой положительный, позитивный посыл. Видно, что ты не ищешь подвоха от людей. Вот ты такая очень доброжелательно при этом настроенная. Сало сомнений, ты просто со мной уже пообщалась. Ну, не знаю. Ну, я вижу лично так. Были ли вообще у тебя периоды, когда ты принимала решение взять паузу? И отражалось ли это впоследствии как-то вот на твоей карьере, на твоей узнаваемости? Что касаемо паузы, она у меня была в жизни. Никто об этом не знает, потому что это было в юношестве. Ты, наверное, помнишь, что в детстве я снимала Тирла Сазам, Джамиля Хакарикова? я, конечно, У помню. меня эти было времена. безумно насыщенное детство. Мгм. Стартовым моим проектом был этот лысец. В нем я выиграла. На этом конкурсе в жюри сидел Джамиля Хакариков. После этого он меня заметил, мы приступили к работе, он меня подготовил, и благодаря ему я выиграла в этом конкурсе, исполнив песню «Тогда Анде Бархозу». И после этого мы сотрудничали. Ну да, это человек, Он именно- мэтр нашей Да. крымско-татарской творческой индустрии, который, можно сказать, ввел тебя, да, вот в крымско-татарский фольклор. Да, 100% он привил любовь мне с детства к крымско-татарскому фольклору. Мне кажется, сама бы я к этому не пришла. Мы с ним посетили немало стран: Румыния, Польша, Турция. Были различные гастроли, это все было настолько интересно, познавательно. Он обучил тебя игре на сазе, Да, что немаловажно. Благодаря ему я обучилась игре на этом инструменте. Мне кажется, прекрасном. в Крыму ты единственная девушка, которая играет на сазе. Ну, я, по крайней мере, больше никого не знаю. Возможно, сейчас вот открываются школы различные, да, обучаются, но на тот момент, это, конечно, очень громко сказано, но я была первой девочкой в Крыму, играющей на сазе. А в 13-летнем возрасте принимаю решение бросить сцену. Это, наверное, шокировано, потому что Я никто в шоке, правда. никто об этой ситуации не знает. Все подумали, ну, девочка учится в школе, просто не мелькает. С 13 до 16 лет, то есть 3 года, по религиозным убеждениям я принимаю решение бросить сцену. На тот момент я думала, что на всю жизнь. Это такой переломный, да, момент. Да. Все в шоке, родители в шоке. Это было твое решение исключительно? Либо кто-то на тебя вот оказал Нет, давления такое не было, нет. влияние? Нет, Может нет, быть, не нет. давление, но влияние. Я съездила в Турцию, я была там неоднократно. После того, как я жила месяц в Турции, оттуда я тоже привезла первое место. Нужно было написать и пройти олимпиаду по турецкому языку. Я полгода обучалась турецкому языку. И помимо исполнить песню на турецком языке и народную песню. После поездки я вот попала в ту среду, где люди соблюдающие. И мне это так, если честно, откликнулось моему сердцу. После поездки я начала углубленно изучать религию, посещала занятия в медресе. А родом я ведь из Азовского. У нас в Азовском там есть медресе знаменитая. Решила бросить сцену. Момент поступления. 16 лет, в 11 классе. Чтобы ты понимала, ходила только в длинных юбках. Меня такой никто не знает. Только, наверное, те детки и родители, которые проживали в Азовском. И я повязывала платок назад. Ну, наверное, год я точно так ходила, потому что вот я думала, что вот-вот, и я уже надену хиджаб. Момент поступления. Куда поступать? Родители, естественно, в шоке, но, наверное, они уже потом смирились.
И безумно было жаль. Столько ресурсов было вложено в меня отцом. Когда мы так туго жили, в прямом смысле этого слова, вкладывалось просто абсолютно все в меня. Но тем не менее, что поделать, ребенок так решил. Они уже вроде бы смирились. Момент поступления. Думаю, поступить на филолога. Ну, куда еще? Беру дополнительные занятия по языку. Последнюю неделю просто мысль в голове: Ариана, что ты делаешь? Что ты делаешь со своей жизнью? Вот как будто внутренний голос со мной разговаривал. Ты что, плачешь? Я очень эмоциональна. Да, я тоже. Внутренний голос: зачем? Зачем ты так поступаешь с собой? Подаю документы на вокальное искусство. В последний момент, вот просто в последний день, наверное, поступаю все-таки. То есть, я помню, там у нас сидел Сергеев, Асан Айдарович, все в восторге. То есть, они меня с детства знают, как Риану Кадырову. И тут Риана Кадырова хочет поступить в их вуз. Конечно, все уже как бы поговорили, мы тебя ждем. И принимаю решение все-таки заниматься музыкой. Как ты нашла этот баланс внутри себя? Мне кажется, я его не нашла. Мне первое время я пыталась, наверное, его найти. Я думала 50/50. Музыка 50 и религия 50. Но, если честно, это несопоставимые, наверное, вещи абсолютно. Абсолютно. И если бы я не занималась, наверное, музыкой, я, конечно, не уверена, но, наверное, 90% сна я бы ходила бы в хиджабе, и у меня был бы праведный образ жизни. Порой у меня сейчас возникают мысли, почему я все-таки выбрала этот путь. Бывает такое, что я сама себя заклевываю дома из-за этого. Это очень тяжелая тема для меня. Хейтеры скажут, посмотрев это интервью, музыка харам. Но у каждого, я думаю, что своя правда. Каждый сам создает свою историю. И я более чем уверена, что все-таки я вернусь к религии еще. Но на данный момент, к счастью или к сожалению, я не могу сказать, и никто не скажет. Потому что та вера во Всевышнего, она всегда в моем сердце, и я прям чувствую все, что произошло в моей жизни, и все, к чему я пришла, это все благодаря поддержке Всевышнего. Так как что бы ни происходило в моей жизни, я всегда уповаю на Всевышнего. То есть эта любовь к Нему, она со мной всегда. Поэтому тут сложно сказать, как правильно, как нет, у каждого свой путь, я считаю. Как ты находишь гармонию внутри себя, когда вот ты испытываешь такие душевные перипетии, как ты продолжаешь свой путь? Раз уж Всевышний одарил меня таким талантом, я не могу отказаться от этого. У каждого из нас свой путь, и я проживаю свой. Каков будет исход, я не знаю, но все воля Всевышнего. Я буду начинать предложение, а ты постарайся его закончить. Близкие люди считают, что я Целеустремленная. Те, кто не знают меня лично, считают, что я... Высокомерная. И только я сама про себя знаю, что я... Добрая, ранимая. Фильм, который я пересмотрела множество раз. Ой. Я в основном смотрю турецкие сериалы. Твой любимый. На данный момент смотрю «Далекий город». Мне нравится. Каждый день я начинаю с того, что... Благодарю Всевышнего за новый день. У меня лучше всего получается. Петь? У меня хуже всего получается. Разговаривать на камеру. Ну, я бы не сказала. Ну, практикуем, уже стараемся. Стараемся. Самое вздорное и несправедливое, что мне приходилось слышать о себе. Что, у меня есть спонсоры? Хотя где они? Все, что у меня есть на данный момент, я купила себе сама. И в целом, как ты думаешь, подарки дорогие обязывают к чему-то? Ну, смотря от кого. Ты бы приняла дорогой, вот такой широкий От жест, кого? дорогой подарок? Ну, от если поклонника. Если мы говорим, что я состою в серьезных отношениях, стабильных, Мгм. если мой партнер там
подарят мне какой-то дорогостоящий подарок, ну, возможно, я приму. Если я буду состоять в серьезных отношениях, то есть стабильных, все. Но если мы говорим о просто поклоннике, то нет. Нет, у меня есть принципы. Я считаю, что мужчина должен быть щедрым. Есть стереотип, если девушка медийная, то у нее обязательно много поклонников. Это так? Если мы говорим о поклонниках моего творчества, то да, их немалое количество. Мне, безусловно, очень приятно, когда подходят, знакомятся. Я всегда рада новым знакомствам. Если мы говорим о поклонниках мужского пола, ну, если честно, их не так много. Почему-то мне кажется, что у меня такой образ отпугивающий немножко. Нет, безусловно, я вниманием не Ты обделена. выглядишь такая хард, строгая, Да, поэтому убью, думаю, что тебе прибью, ко мне не подходить боятся вообще. подходить. Особенно на свадьбах. То есть я ведь регулярно выступаю на различных свадьбах. Подходят, знакомятся. Своей пока не нашла. Я никогда не смогу простить. Измену, конечно. Ни при каких обстоятельствах причем. Потому что я сама очень честный человек. Человек, которому я чаще всего звоню. Мама. А человек, который чаще всего звонит мне. Ну, тоже Анашка. А вообще ты часто ездишь в дом к родителям? Ой, они сейчас на этапе переезда, точнее, уже переехали в город, чему я очень рада, так как они жили в Азовском, в Джанкойском районе, и все время мне приходилось преодолевать 100 километров. А какие вообще в целом у тебя отношения с родителями с детства? Я знаю, что твой отец очень большой вклад сделал в развитие тебя как творческой единицы. Отношения у нас очень хорошие, близкие, теплые отношения. Бабашка, да, наверное, он поспособствовал тому, что я связала свою жизнь с музыкой. Как я говорила ранее, все началось с телепроекта «Татласес». И после он приложил максимум усилий, чтобы Джемиля Хакариков со мной занимался. И я была, не побоюсь этого слова, единственной ученицей. То есть раз в неделю Жанкойского района, маленькая Рия преодолевала эти препятствия сама, с бахломой, на спине, на автобусе, приезжала на занятия. Отец мне, опять-таки, заказал инструменты из Турции. На тот момент, если честно, мы жили очень туго и тяжело, но у него было такое большое желание, чтобы я обучилась крымско-татарскому фольклору, и он отдавал последнее, правда. Твои родители, они вообще не связаны с музыкой? Нет, у меня Хартанашка поет. До сих пор напевает, но ее отец в свое время, он не разрешил ей продвигаться. По меня первым поверил мой бабашка. Очень ему благодарна, правда. Самый ценный совет, который тебе когда-либо давали родители? При любых обстоятельствах оставаться честным человеком. Есть ли у тебя воображаемый портрет идеального мужчины? Вот мужчины, который должен быть рядом с тобой. Ну, вообще говорят, что для мужчины как будто бы внешность не важна. Важнее, вот, чтобы была Я тоже так думаю, харизма, чувство юмора. Вот ты что думаешь об этом? На что ты обращаешь внимание в первую очередь? Да, я его создала у себя в голове, но пока не встретила. Я это, кстати, прорабатывала все с психологом даже. Мгм. Ну, во-первых, он должен быть психологически зрелым. Это вот очень важно. Без абьюза, все. Обязательно честным, верным. Ну, хорошо. Что касается внешности, давай попробуем повизуализировать. честно, Ну, например, не знаю. волосы. Какого Ну, цвета? Ну, вот что тебе Шатен близко? брюнет. Пусть будет. Все-таки такой Но не типаж. блондин явно. Блондины мимо. Да. Хорошо. Глаза. Ну, пусть карие будут. Ну, Такой просто... классический образ Да, крымско-татарского да, мужчины. классический, но внешность не главное на самом деле. Он может быть не красавцем, но при этом с харизмой. Обязательно с чувством ответственности, потому что в нынешнее время у нас с этим проблема, если честно. Женщина возлагает на свои плечи много, а мужчины, наоборот, в такой более слабой позиции. В первую очередь, наверное, лучшего друга, поддержка, взаимоуважение.
Хорошо, а финансовое доминирование? Вот насколько для тебя важно, чтобы мужчина зарабатывал больше тебя? И насколько больше? Ну, безусловно, он должен зарабатывать больше меня, иначе мне будет, неинтересно, правда. И даже откинем финансовую сторону, он должен быть успешнее, умнее, мудрее, чем я. Ну вот характер какой? Уступчивый, либо тебе вот нравится, чтобы был такой со стержнем? Наверное, Вот со я, стержнем, как я потому сказала, что так и мужчина будет. должен быть мужчиной, но при этом мы должны уметь договариваться. Мужчина должен быть головой, женщина шеей. Мы хотим предложить тебе несколько парней. Ой, давайте не надо. Нет. Мы создадим такой собирательный образ твоего будущего супруга. Попробуем его воссоздать. Да. Здесь Я уже нервничаю, если честно, я нервничаю. Я боюсь кого-то обидеть. Не-не-не. Давайте Здесь, так. здесь парни свободные, по крайней мере, жен никаких нет. Может быть, конечно, есть дамы сердца, я это точно не знаю, но в любом случае все чисто гипотетически. Тебе нужно определить для себя какую-нибудь положительную черту в каждом из нервничаю. них, за которую мы возьмем их вот в подборку, да, вот за это качество. Подборку. Либо, может быть, вот персонаж совсем не твой. Итак, первый Ну, то есть, человек... если вообще мимо, то мимо. Ну да, конечно. Вот первый человек, я думаю, ты его хорошо знаешь. Да, я думаю, у вас есть совместные работы. Одно хорошее качество, да? Ну, может быть, и положительное. несколько. А может, вообще в целом это вот прям Но он талантлив. талантливый. Хорошо, Он за пишет, талант. Крутые аранжировки пишет. Вот, кстати, Мы с да. ним долгое время сотрудничали, Саул Усман. Да, у нас аранжировщиков дефицит. За талант, за Сау. умение создавать классные аранжировки. Осман, мы тебя берем. Так, хорошо, Мы следующий. просто выделили одно качество. Следующий герой. Это Марлен Ситаров. Правда, здесь он с Майе Ханум. Он с Майе Ханум. На самом деле, когда я искала фото, где он был бы один, я не нашла ни одного фото. Он на каждом фото обязательно с кем-то. Это говорит о том, что он, наверное, дружелюбный. Очень Да, он, кстати, очень и открытый. Ну, ты же сама выделила качество. Но это то, что я вижу, а вот ты. Марлен он очень светлый, действительно дружелюбный человек. Я большего, наверное, сказать не могу. Ну окей, за дружелюбие берем. Да, хорошо. Так, Мне бы в голову поехали не пришло дальше. сейчас. Вот такой у нас есть. Ой, это кто? Это Джемиль. Это вот сейчас я его как на парня- волне популярности. Если Этот честно, молодой человек, лепесточек клена у него есть там. Про лепесточек клена трек. Наверное, мимо. Вообще не твой персонаж. Почему? Молодой. Он прям сильно молодой. Мгм. То есть, если парень будет младше, Ой, не нет, рассматриваешь. Тебе нужно, чтобы был старше. 30 плюс это прям 30 плюс? 35, окей. Это чуть старше. Тебе нравятся более Зрелые. взрослые, осознанные, да, зрелые? Да, потому что я не ощущаю себя на свой возраст. Начнем с этого. Учитывая, что мне 26, Да. но за плечами жизненный опыт, сама понимаешь, я ощущаю себя на 30, правда. Наверное, к сожалению, потому что Ну почему? некоторые ощущаются на 18. Я ощущаю ментальный возраст 30. Ну, прости, Джемиль. Варшла. Сегодня не Джан твой день. Авермассен. Я? Близис. Вот этот Он парень. мой друг. Твой друг. Да, коллега. Близис классный, он солнечный, очень общительный, с чувством юмора. В принципе, все сказала. Но это все не то. Добрый. Очень, да, добрый. Очень добрый. Воспитанный. Да. Ну, Мирона берем Трибала. за дружелюбие, за воспитанность. Берем. Да. Между прочим, это твой конкурент. У него тоже своя школа вокала. Мы коллеги, не конкуренты. Да, хорошо, коллеги. Тем Он в другом более, ты знаешь, районе. можно объединить бизнес. Он в другом районе работает. Ага. Послушайте, я их обижу всем, но
Я Почему? так боюсь их обидеть, вот честно. Мне Я кажется- я надеюсь, вы не смотрите это Мне интервью, и кажется, до вас это не очень дойдет. талантливый парень. Мимо. Мимо вообще. Ну окей, Инвер, сори, сегодня не твой день. Так, Ну, хорошую подборочку дайте. да, я вообще в восторге. Сан. Он Аккордеонист. виртуоз. Аккордеонист, Он прошу классный заметить. музыкант. Да. Просто офигенный. У тебя классные фиты с аккордеонистом. Так что, да, можно подумать. Талантливый виртуоз. Плюсик. За талант За талант. берем. За талант. Окей. Но сейчас в конце уже потом скажу. Я не хочу медийного супруга. Начнем с этого. Не хочешь Нет, медийного нет, супруга? наотрез. Почему? Зачем? А зачем семье 2 звезды? Нет, ну если серьезно, иногда у меня появляется дискомфорт. Иногда мне вот хочется не быть медийной личностью. Некоторые как сближаются именно по схожести интересов. Кто-то идет от обратного. То есть ты идешь от обратного, да? Пусть у него будет дело, которым он занимается. Ну, развитое дело, понятно. И я буду его всячески поддерживать, но, пожалуйста, только не медийное лицо. Ну, то есть это мои такие небольшие условия. Хорошо, тогда у нас есть вот такой парень, я не знаю. Правда, он уже не живет. Да, Здесь- Гера, если не ошибаюсь. Да, Чувство Герай, юмора. Фудблогер. Между прочим, прекрасно готовит хозяйственно. Ала. Насколько для тебя это важно, вот чтобы мужчина, да, вот в быту, Ой, не знаю, я даже не размышляла об этом. ну, для кого-то это прям весомо, плюс, Нет. чтоб мог. Мне все равно. 3 года назад ты перестала скрывать в соцсетях информацию о том, что ты больше не замужем. Вот расскажи, в тот момент, когда ты раскрыла эту тему, тебе вот как-то стало легче после этого? Конечно, мне стало легче, потому что 2 месяца я жила у родителей в Джангойском районе. И так как я транслировала свою жизнь, то есть транслировала дом, в котором я живу. В соцсетях, да? Да, я делала ежедневный контент, Угу. так как я работала. То есть постоянная реклама, и нужен был контент. Снимала своего ребенка. Ты тогда активно вела блог, Активно. Сейчас я его зарабатывала. абсолютно не веду, так как у меня фокус уже на другом. Люди задавались вопросом, почему я живу в родительском доме, что случилось, где мой супруг. Ежедневно приходили десятки сообщений. Вот так вот, бестактно, напрямую. Риана, вы что, развелись? Что у вас случилось? Почему вы там живете? Я приняла решение уже на всеобщее обозрение в сторис рассказать об этом, ответить на их вопрос. Порядка 100 репостов было, если не больше. Ну, то есть это настолько... Ну, людям что нужно? Ну, люди обсуждать. Когда ты транслируешь семейную жизнь, ну, как бы якобы счастливую, и потом раз, и все. Как в тот момент отреагировала общественность, общество, твое близкое окружение, дальнее окружение? В основном, когда девушка решается на такой шаг, она боится осуждения со стороны общества. Как воспримет это общество? Как ты думаешь, боится ли современная крымская татарка подать на развод из-за осуждения со стороны общества? У нас в менталитете так заложено, что один брак и на всю жизнь. Я могу понять людей старой закалки, потому что я сама из такой семьи. У моей мамы один брак, у моей бабушки один брак, у моей прабабушки один брак. То есть у нас в роду разводов не было. Ну, я сломала систему, к сожалению. Все мы люди, и нам свойственно ошибаться. Были ли вот такие советы? Очень часто говорят, сохраните Ради брак ребенка? ради ребенка, да. Если честно, это такой нелепый совет, потому что ребенок в такой семье вырастет травмированным, я так считаю. Частые скандалы, ссоры, несчастье в прямом смысле этого слова. Неужели это лучше, чем ты живешь с счастливой мамой, то есть у вас все хорошо, тепло, ты общаешься с мамой, с папой, никаких ссор, у вас все стабильно и хорошо.
Вот я считаю, что мой ребенок, я, конечно, очень на это надеюсь, но он не должен вырасти травмированным, потому что он общается с мамой и с папой. Ссор он не наблюдает. Все хорошо. И я считаю свой путь верным. Долгое время для девушки, особенно для крымской татарки, вернуться в родительский дом, особенно если у нее уже есть ребенок и не один, это считалось чем-то позорным. Да? Сейчас, возможно, позором это не назовешь, но это все равно остается как будто бы чем-то таким вот неловким, зазорным, что ли. Вот как ты это переживала, этот период? Я благодарна родителям, что они всегда и во всем меня поддерживали. Я действительно за это благодарна. Никогда... Нет, попытки, конечно, были отговорить меня, но этого было не избежать, правда. Все, что могли, они сделали. Но вернуться... Но это ведь не так, что я вернулась и с концами. Я вернулась всего лишь на 2 месяца. Когда разделась, у меня было 5000 рублей в кармане. Ни машины, ни квартиры, ничего. В прямом смысле этого слова. За полгода до этого момента я открыла студию, все средства туда потратила. На тот момент я работала в большей степени в соцсетях. Организовывала гивы. Если ты давно на меня подписана, возможно, ты помнишь этот период. Да, потому что я их так очень настолько хорошо часто помню, да. организовывала. А моя вокальная школа тогда еще не особо хорошо функционировала. Аренда, все это покрыть, расходы. Ученики были, но их было не так уж и много. Все это на индивидуальном обучении. И я нашла решение. Организовывала гивы. Так как у меня большая аудитория в Инстаграм, я набирала спонсоров. Они оплачивали спонсорское место. За что? За то, что я делилась своей аудиторией с ними. На средства я закупала кучу подарков. Там, наверное, в районе 20-25. Ты помнишь вот эту вот гору подарков? И все время. Да. Это каждодневные эфиры. То есть такая достаточно тяжелая работа, нелегкая. Ежедневные эфиры, это все нужно разыграть. Приход нужно спонсорам сделать. На тот момент от меня спонсором подписывалось примерно 1500 человек. 1500-2000 человек за 2-3 дня. Это очень хороший результат. Я взяла себя в руки. Так, думаю, Ян, нужно собраться, тебе нужна машина. Тебе нужна машина хоть какая. Кто будет тебе на выступление возить, еще с этого? Родители живут в Жанкое, хочется все-таки ездить к ним в гости. На автобусе с ребенком, ты сама понимаешь, машина в любом случае нужна. Ну да, хоть какая. конечно. Я занимаю большую часть накопила сама и покупаю себе первый автомобиль, иномарка Toyota Yaris. Когда девушка хочет, она ставит себе цель, она ее достигает. Я думаю, немало девушек находятся в таком положении, когда по каким-то причинам они осознают, что их брак нужно завершить, но они не могут найти себе вот эти вот силы, да, Уверенность в себе. уверенность в себе, чтобы начать жить самостоятельной жизнью. Сможет Особенно если у них есть дети, они очень переживают за будущее детей, справятся ли они. Как ты находила эту мотивацию внутри? Когда ты хочешь жить хорошо, ни в чем себе не отказывая, когда у тебя маленький ребенок, порой мне задают вопросы. Ты такая сильная. Если честно, мне пришлось стать такой. Это не мое желание. Обстоятельства так сложились. Никто на блюдечке не принес. У родителей я не просила и никогда не прошу. На сегодняшний день я имею налаженную работу. 9 групп, 2 филиала. Для меня это маленькая победа. Возможно, для каких-то больших бизнесменов это ничего не значит. Но в первую очередь я горжусь, что у меня получилось, и всего я добилась самостоятельно. Когда ты падаешь, нужно вставать. Не получается с одного раза. Ты стучишься во 2-ю, 3-ю, 4-ю дверь, и обязательно получится. Хочу сказать, что бизнес не строится вот прям сегодня, сейчас, в этом месяце, в этом году. Когда ты настойчив, вот, наверное, в этом секрет. На сегодняшний день статистика разводов стремительно растет. Как ты думаешь, с чем это связано? Женщина в семье проживает свою жизнь, как будто бы она одна, все на себе тянет. Быт, работу, потому что у нас много работающих женщин. Низкая вовлеченность в проблемы семьи, то есть
Вплоть до того, что мужчина не знает, в какую поликлинику посещает его ребенок. Абсолютно ничего не знает, и женщина задается вопросом, а зачем мне нужен такой мужчина, если я могу все самостоятельно? Абсолютно все свои проблемы женщина решает самостоятельно, будучи в браке. Как ты думаешь, почему это происходит? Мужчина не идет на контакт? Вот если ты пытаешься с ним поговорить, он как-то закрывается или не слышит. В чем здесь проблема? Ведь можно как будто бы поговорить. Поговорить. Но иногда просто банально не хватает разговора в семье. Когда каждый живет своей жизнью, супруги закроются у себя в комнатах, и они вот завтракают, они ни о чем не разговаривают. Ужинают то же самое. И это бытовая рутина просто становится со временем и даже неинтересно. А как ты думаешь, насколько здесь важна какая-то пресловутая женская мудрость? Вот, что ты должна как-то найти подход к мужчине. Почему женщины все должны? Вот вопрос, почему? То есть у нас сейчас очень много коучей в соцсетях. Что нужно сделать, чтобы мужчина подарил тебе 101 розу? Допустим. Что должна сделать женщина? Какой жест? Ну, там столько всего, как-то. Я думаю, вы уже книгу напишите, что должна женщина, а что должен мужчина. Давайте начнем с того, что женщина должна быть в своей позиции, а мужчина в своей. Потому что в моей истории я возлагала на себя слишком много. Это мой минус. Я сделала вывод, что хочу все-таки находиться в женских энергиях, а не мужских. Сейчас, будучи одна, во мне преобладают мужские, потому что когда ты возлагаешь на свои плечи слишком многое, ребенок, потребности, все сама, а в семейной жизни мне хотелось бы, наверное, чтобы женщина была на своем месте, чтобы у каждого была своя роль. Все-таки как ты думаешь, вот почему у вас не сработало? Ты знаешь, на самом деле, вот в нашем, да, крымско-татарском комьюнити ходят слухи, что как будто бы Риана развелась, потому что муж ее вот не потянул финансово. Ой, мне жарко стало. Ну, одна из причин, да. Но это не главная причина. Я понимала, за кого я выхожу замуж. К сожалению, всех карт я не могу раскрыть, так как я считаю, что личное должно быть все-таки личным. У меня нет целей кого-то опозорить или еще что-то, абсолютно нет. И выносить грязное белье тоже считаю неуместным. Почему не сработало? Мы разные люди. С самого начала разные. И нужно быть человеком, с которым у тебя схоже мировоззрение, интересы, то есть финансовое, духовные ценности. То есть финансовое состояние вашей семьи на тот момент — это просто верхушка. Это верхушка айсберга, все гораздо глубже. Конечно. Спустя время мы склонны анализировать происшедшее с нами. Как думаешь, вот зачем эти испытания были тебе даны? Я думаю, что все, что с нами происходит, не просто так. И данное событие стало отправной точки моего роста. Сцена для тебя — терапия? Да, это действительно так, потому что когда ты выходишь на сцену, ты откидываешь все свои проблемы, надеваешь маску счастья и выходишь на сцену. Особенно если это свадебные торжества. Бывают же такие периоды, какие-то моменты в жизни, но вот когда ты находишься в каком-то упадке, насколько тебе сложно переключаться? Совершенно недавно, в августе, в нашей семье случилось горе. Если честно, для меня это было совершенно неожиданно. Расскажу сначала предысторию, чтобы было ясно. Моя бабушка приболела. Но я думала, что это несерьезно, если честно. В июне я готовилась к отчетному концерту. Не весь июнь, а именно в июне он состоялся. К нему я готовилась полгода. То есть создание номеров, куча работы, организационные моменты. Я физически не могла вырваться из Симферополя. А бабушка моя из Джанкойского района, Сосовского. Но никак я не могла вырваться в июне. Отчетный концерт проходит. То есть июнь прошел, июль.
В июле я взвалила на свои плечи, я не знаю, зачем я это делаю, я всегда кучу работы на себя беру, хотя, казалось бы, отпуск. Но каникулы были у детей, но не у меня. Я всегда взваливаю на свои плечи слишком много. Взяла 12 проектов, 12 сольных песен, то есть с каждым учеником индивидуальные занятия, запись песен. То есть я каждого подготавливала к записи песен, именно сольных проектов. И начало августа я снова на работе. Я планировала свой визит к бабушке. Вот как сейчас помню, пишу Анашке сообщение. Вот она, я завтра приеду. Уже очень давно планировала свой визит, так как это не ближний свет, это за 100 километров. Вот я куплю цветы, букет цветов, и завтра я приеду. Пишу я ей. То есть свои намерения я озвучила маме, что мне обязательно нужно приехать. Я понимала прекрасно, что моя бабушка болеет, но я физически никак не могла вырваться. Это не ближний свет. И я хотела приехать в Азовское, остаться хотя бы там на 2 денечка. Конечно, поехать и приехать у меня была возможность. Но я запланировала эту поездку с таким намерением, что я останусь хотя бы на 2 денечка. То есть преодолеть 200 километров. Хотелось бы остаться. В тот момент я находилась на работе в Каменке. У меня идет занятие, а телефон у меня всегда вот лежит на синтезаторе. Приходит сообщение. Это было вот в августе. Беташка умерла. У меня шок, потому что я не ожидала этого. Я не успела с ней попрощаться, и мне кажется, это чувство вины будет со мной до конца жизни. И на следующий день, да, я поехала. Я поехала именно тогда, когда планировала. Но я не успела подарить ей тот букет цветов и попрощаться. Вообще нет. Наведать я ее не успела. А я понимала, что я являлась ее первой внучкой, долгожданной и самой любимой. Мне кажется, она никого не ждала, кроме меня. А я просто не успела. Да, я приехала уже на джиназе, я ее увидела, но она была уже не жива. Для меня это был удар. Я извлекла из этого урок, что если ты чего-то хочешь, нужно ехать сегодня и сейчас. Потому что мне нужно было поехать, проведать ее, вернуться в город. Если ты чего-то хочешь, делай это сейчас. Мне мама то же самое сказала. Она говорит, я знаю, что ты работаешь, 24/7 у тебя работа, проект, все. Но ты ведь так давно хотела, ты так давно планировала, и тебе нужно было просто съездить туда и обратно. Я приехала в ее дом, эти стены родные, эти ковры, ну вот старинные дома крымско-татарские. Она лежала в соседней комнате. Не знаю, у меня все-таки есть такая надежда, что она услышала мои извинения в тот день. Потому что я приехала в ее дом, я просто так разрыдалась. Мне было так плохо, что я не успела. А теперь обратная сторона медали. Ну да, 3 и 7 дней, понятно, до Валар прошли. На это время я осталась, и, где-то дней 10 я на сцену не выходила. И благо у меня никаких мероприятий не было на этот период. То есть отменять ничего не пришлось. Но через пару недель начинается уже свадебный сезон. Люди, некоторые из них уже внесли предоплату, которые за полгода забронировали мое вступление. Сентябрь-октябрь у меня был расписан чуть ли не каждый день. Этот сезон был таким. То есть мне нужно было либо все выступления отменить, либо продолжать работать. Но я выбрала второе. Если бы у меня была бы опора рядом, я бы, возможно, я бы отказалась. Но у меня не было такой возможности, если честно. У меня были вопросы, которые нужно было решить. И когда ты рассчитываешь только на себя, вот здесь я предполагаю, что родственники с осуждением лицезрели мои выступления. Но первое время я, в принципе, даже репосты на свою страницу не делала. Да, я продолжила выступать, так как это является моей работой, это является моим хлебом. И вот в такие моменты ты идешь против себя, надеваешь вот именно что эту маску счастья, перебариваешь себя и выходишь на сцену.
Мне это далось, если честно, вообще нелегко. Люди не всегда понимают, что артист — это тоже профессия. Это профессия. Это ответственность. Ну вот как я могу подвести заказчика, который ждет меня, который писал мне, не знаю, несколько раз в год. То есть заказчик периодически, ну, то есть они напоминают о своей дате, да, все в силе, то есть они заблаговременно, то есть написали за месяц, за два, там, за полгода, периодически, потому что мы списываемся, мы выбираем песни, со всеми я на связи бываю. Но вот как я могу этих людей подвести, которые ждут меня на свое торжество? Здесь даже вариантов не было, если честно. В какой момент ты была по-настоящему счастлива? Когда на свет появился мой единственный сын, Самир, он свет в моей жизни, любовь и самое ценное, что есть у меня. И все, что я делаю для его беззаботного будущего. Ты знаешь, очень часто женщины испытывают чувство вины за то, что они не уделяют достаточного внимания своим детям там, из-за работы или еще по каким-то причинам. У тебя есть такое? Я не знаю, как с этим бороться, если честно. Но в будние дни у меня есть возможность проводить время с ребенком, но что касаемо выходных, это вообще нереально. Но по возможности я стараюсь уделять ему время, чтобы когда он вырос, он мне не высказал: Анака, почему ты все время работала? Хотела бы ты услышать от сына: «Мама, я тобой горжусь»? Да, я сейчас заплачу снова. Он мне так иногда порой подходит ко мне и говорит: Анака, ты у меня самая красивая. Ты у меня самая-самая. 4-летний ребенок. И в такие моменты я очень счастлива. В чем твоя суперсила? Ой, прям супер. Прям супер. Моя сила в моем ребенке, целеустремленности и честности. Что бы ты сказала маленькой Риане? У тебя все получится. Покоряй новые вершины.